Приветствую, друзья! Многие из нас знают историю про юного волшебника Гарри Поттера, изложенную в серии книг писательницы Джоан Роулинг, а также в серии кинофильмов. Сразу скажу, лично я люблю как книги про Гарри Поттера, так и фильмы. В целом это великолепное произведение для детей и взрослых, хотя, как я и покажу далее, есть в нем определенные противоречия. Итак, давайте рассмотрим вселенную Гарри Поттера с философской и политэкономической точки зрения. Для начала, чтобы было в дальнейшем понятно, дам несколько определений. Самая простая категория – труд. Труд в политико-экономическом смысле – это целесообразная деятельность по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещества природы для удовлетворения своих потребностей. Если короче, то это деятельность по созданию материальных благ. А человек, как мы знаем, живет благодаря потреблению этих самых материальных благ. Так вот, чтобы их создать, человек должен использовать средства производства и предметы труда, приложить к ним свои навыки и знания и создать блага для себя или кого еще. И это называется производительной силой общества. Поскольку человек живет и трудится в обществе, то для создания материальных благ он должен вступать с другими людьми в отношения. Эти отношения называются производственными. Они являются основой общества или, как говорится в философии, базисом общества. Важнейшим элементом производственных отношений является отношение между людьми по поводу собственности на средства производства. Базису общества соответствует определенная надстройка. В надстройку входят такие понятия, как политика, идеология, государство, право, религия, философия, искусство. В общем, производительные силы общества и соответствующие им производственные отношения образуют способ производства материальных благ. Всего способов производства 5. Первобытно-общинный способ, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Способ производства также называют общественно-экономическими формациями. И они, как мы видим, меняются. Процесс перехода из одной формации в другую называется революцией. Происходит она тогда, когда производительные силы развились, а производственные отношения больше не соответствуют им. Кстати, способ производства также называют общественным бытием. А как мы знаем, общественное бытие определяет общественное сознание. Иначе говоря, какой в обществе господствующий способ производства, такое и государство. Право, господствующая идеология, искусство и прочие элементы общественного сознания. Например, если общество производит материальные блага, в основном используя рабов, то и государство будет рабовладельческим, а законы его будут в первую очередь защищать интересы рабовладельцев. Теперь перейдем к миру Гарри Поттера. В книгах Джоан Роулинг с помощью магии волшебники приспособляют вещество природы и создают материальные блага. То есть магия – это такой заменитель труда. Но все мы знаем, что труд – это тоже ресурс, и он в нашем мире чего-то стоит. Человек, который трудится, должен что-то есть, где-то жить, во что-то одеваться, и продукты этого труда могут быть присвоены другими. А в мире Гарри Поттера магия ничего не стоит, она бесплатна. И доступна каждому магу. Ее невозможно присвоить, и это главное противоречие в произведении. Если магия бесплатна, то мне непонятна бедность семейства Уизли. Все мы видели, как маги могут заставлять предметы выполнять полезные действия. Мы видели, как они могут увеличивать пространство внутри помещения, как могут телепортироваться, соответственно, не имея транспортных и других издержек. Вспомним также, что в мире Гарри Поттера обращается валюта в виде золотых монет. На месте Уизли можно было бы, к примеру, пойти в горы и с помощью магии заставить кирки и лопаты, прочее оборудование, добывать золотую руду и жить в богатстве. Выходит, если магия ничего волшебникам не стоит, то каждый из них может лично создать для себя материальные блага. При этом никого не эксплуатируя, то есть не присваивая чужой труд. Во вселенной Гарри Поттера магия принадлежит всем, и волшебные палочки есть у каждого. Любой волшебник имеет свободный доступ к ней. Выходит, что здесь магия – общественная собственность. Повторюсь, в фильме и книгах волшебник, используя палочку при кастовании заклинаний, магию не тратит. Она не заканчивается. А раз так,
то в этой вселенной не должно было быть классовых противоречий, ибо любой волшебник может наколдовать себе с помощью безграничной магии любое количество материальных благ, либо заставить, как мы уже выше говорили, любое оборудование работать и производить необходимые материальные блага. А это означает, что не должно было быть антагонизма в магическом обществе. Не нужны рабы, крепостные крестьяне, рабочие. То есть общество магов должно было быть бесклассовым, а бесклассовое общество, где нет эксплуатации человека человеком, плюс если каждый маг будет производить для себя столько, сколько нужно материальных благ, каждому по потребностям, это, внимание, друзья, означает коммунизм. А что мы видим в произведении? В произведении в обществе магов есть антагонизм между людьми. Причем он носит явный классовый характер. Есть бедные, есть богатые, аристократы типа семейства Малфоев, простые трудяги, это те же Уизли, злодеи типа Гриндевальда и Волан-де-Морта, выступающие за порабощение, за расовую сегрегацию, то есть продвигающие волшебные народные массы фашистскую идеологию. Таким образом, у автора Джоан Роулинг противоречие в произведении между тем, что базис общества по факту коммунистический, способ производства материальных благ коммунистический, средства производства в виде магии находятся в общественной собственности, но общественная надстройка явно капиталистическая. Исходя из всего вышесказанного, если бы автор добавила во вселенную Гарри Поттера такой нюанс, как стоимость магии, то есть то, что она не безгранична, все стало бы на свои места. Магия должна была заканчиваться и снова каким-то образом зарабатываться, присваиваться. Тогда более сильный и наглый, либо прямым насилием, либо через капиталистическую эксплуатацию, присваивал бы себе магию у слабых. То есть таким было бы общественное бытие у магов. И это присвоение обосновывалось бы, как принято у фашистов, как раз той идеологией расового превосходства, которой пропагандировали Волан-де-Морт и Гриндевальд. Так весь конфликт в этой вселенной был бы обоснован. Классовый характер волшебного сообщества, установление фашистского режима Волан-де-Морта, его идея расового превосходства, надменность правящего класса в лице семейства Малфоев – все это характерно для общества, где есть эксплуатация. В данном случае для буржуазного общества. Кстати, если бы добавили дефицитность магии, то можно было бы объяснить и дефицит таких артефактов, как дары смерти, маховик времени, философский камень. То есть типа на каждый этот артефакт затрачено столько магии, что создать второй такой очень дорого. Но все равно, что, например, человечеству во второй раз слетать на Луну. В общем, друзья, надеюсь, вам понравился наш обзор, и вы для себя поняли те категории, которые я здесь озвучила. Захотите написать книгу или сценарий к фильму про некоторое общество? Удостоверьтесь, чтобы таких вот фундаментальных ляпов не было. Повторюсь, во вселенной Гарри Поттера производительные силы волшебного общества и его производственные отношения, в частности отношения по поводу основного средства производства, то есть магии, являются коммунистическими, а при этом общественное сознание буржуазное. Такого просто быть не может, даже у волшебников.